День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот о чем мы расскажем в ближайший час. Без пробуксовки и бюрократии президент России Владимир Путин дал правительству новые поручения, среди которых и реализация новых нацпроектов. Они начнут работать уже с 2025 года. Еще более 150 миллионов рублей направят пострадавшим от паводка в Якутии. Из этой суммы 102,5 миллиона выделены из резервного фонда правительства страны. Бойцы СВО и ветераны боевых действий приняли участие в республиканском физкультурном мероприятии, посвященном Дню Героев Отечества. Само соревнование прошло во второй раз и собрало спортсменов со всей Якутии. Тем временем во Владивосток прибыл волшебный поезд Деда Мороза. Это уже 4-е по счету путешествие этого сказочного состава, который ежегодно отправляется в путь по просторам страны. Ну а во сколько обойдется Новый год, выяснили наши корреспонденты. Эксперты посчитали стоимость праздничного стола и украшений. Без пробуксовки и бюрократии президент России Владимир Путин дал правительству новые поручения, среди которых и реализация новых национальных проектов. Они начнут работать уже с 2025 года. О том, какие направления будут приоритетными на ближайшую пятилетку, узнаем из следующего материала. На заседании Совета по стратегическому развитию национальным проектам правительство представило президенту 19 подготовленных нацпроектов, которые будут действовать в 25-30 годах. Всего за эти 6 лет на их выполнение планируется выделить 40 триллионов рублей из федеральных средств. В ближайшие несколько минут рассмотрим итоги завершившихся нацпроектов и узнаем, какие появятся в 2025 году. Открывая заседание Совета, президент России Владимир Путин предложил подготовить справочник по новым национальным проектам, где, цитата, не канцелярским, а именно понятным обычным гражданским языком будет рассказано о конкретных этапах, которые предстоит пройти, а также о тех результатах, позитивных изменениях в жизни, которые смогут увидеть, почувствовать люди по итогам реализации нацпроектов. Все наши действия, планы и программы опираются на реальное положение дел в экономике, на объективные тенденции в сфере занятости, в промышленности, в финансах, в сфере услуг, в других отраслях. Все это определяет ресурсные возможности государства, бизнеса, регионов и конкретных населенных пунктов, конкретных территорий. Чтобы расширить эти возможности, необходима устойчивая национальная платформа развития, включая собственные технологии и современную систему образования. Итак, вначале кратко обсудим итоги уходящих национальных проектов и для начала поговорим о строительстве и благоустройстве. С 2018 года благоустроено почти 95 тысяч территорий. Запущен всероссийский конкурс по созданию комфортной городской среды. 800 проектов победителей этого конкурса уже реализовано. За последние 6 лет дороги в стране объективно стали лучше. В крупнейших городах соответствует нормативным требованиям 85% дорог. В регионах их доля в нормативе будет выше 54%. В рамках национального проекта «Экология» ликвидированы 157 крупных свалок, что сделало комфортнее и безопаснее жизнь более 20 миллионов человек. Построено и реконструировано более 1000 поликлиник. На селе и в малых городах построены и отремонтированы 10 тысяч объектов фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и многого другого. В рамках нацпроекта «Демография» создано 246 тысяч новых мест в яслях, введены в строй почти 1700 детских садов. С 2019 года построено почти 1400 школ, где учатся 850 тысяч ребят. До конца этого года будет введено еще 150 школ. Запущена программа капремонта школьных зданий. До конца года их количество составит 4800. Доля авиарейсов, которые соединяют города, минуя Москву, уже превышает 50%. Перелеты внутри России стали более удобными, быстрыми и, надеюсь, что это сдерживает рост тарифов. Увеличился и объем работ по восточному полигону железных дорог. Провозные способности БАМа и Транссиба наших опорных магистралей существенно увеличились. Следом президент обозначил главные цели государства на 2025 год. Они очень амбициозные. Остановить инфляцию, производить больше, изобретать свое, чтобы стать лидерами. И самое главное – поддерживать семью.
С 2025 года в России стартуют следующие нацпроекты. Семья, продолжительная и активная жизнь, молодежь и дети, инфраструктура для жизни, экологическое благополучие, эффективная и конкурентная экономика, туризм и гостеприимство, эффективная транспортная система, средства производства и автоматизации, новые материалы и химия, промышленное обеспечение транспортной мобильности, новые технологии сбережения здоровья, новые атомные и энергетические технологии, развитие многоспутниковой орбитальной группировки, беспилотные авиационные системы, кадры, экономика данных и цифровая трансформация государства, а также нацпроект по развитию АПК и нацпроект по поддержке российских экспортеров. При этом 20-й национальный проект, направленный на развитие биоэкономики, будет подготовлен к запуску к концу марта 2025 года. Владимир Путин принял участие и в пленарном заседании форума «Россия зовет». Президент рассказал о росте и диверсификации экономики, неудавшихся планах противников нанести поражение, а также сообщил, что считает самым важным. Выступая на пленарном заседании форума, глава государства также затронул тему борьбы с инфляцией в стране. Президент отметил, что на данный момент этот показатель находится на достаточно высоком уровне – 8,8% в годовом выражении. По словам Путина, для снижения инфляции необходимы скоординированные действия Банка России и правительства страны. С учетом всех трудностей, вложения в основной капитал российского бизнеса растут третий год подряд, несмотря на все проблемы, которые у нас возникают или которые нам пытаются создать извне. Приведу несколько цифр. В 2022 году прирост инвестиций составил 6,7%, в 2023 году уже 9,8%, а за 9 месяцев текущего года темпы сопоставимые – плюс 8,6%. Чтобы поддержать стремление бизнеса вкладываться в развитие, расширять мощности, создавать рабочие места, мы, безусловно, продолжим укреплять рынок капитала. Будем поддерживать выход компаний на биржу со своими ценными бумагами. К концу десятилетия капитализация российского фондового рынка должна увеличиться примерно вдвое и составить 2/3 валового внутреннего продукта. Путин отметил, что вместе с тем, начиная с августа, портфель розничных кредитов практически перестал расти. В свою очередь, в сегменте корпоративных кредитов рост продолжается. При этом глава государства призвал не допускать резких колебаний кредитного портфеля финансовой системы и обеспечивать такую его структуру, чтобы она, цитата, позволяла решать стратегические задачи. Путин также поручил правительству и Банку России принять решения в области управления кредитным портфелем государственных компаний, чтобы не допустить чрезмерной долговой нагрузки на них. Нужно правильно, разумеется, с умом использовать все инструменты экономической политики в борьбе с инфляцией. Не допускать при этом структурных перегибов, включая риски увеличения разрыва в доходах граждан и сокращения доходной базы регионов России. Уже говорил, магистральный ответ на инфляционный вызов, безусловно, именно основной магистральный ответ заключается в увеличении предложения товаров и услуг на рынке, чтобы их объем отвечал внутреннему спросу как со стороны граждан, так и бизнеса, который планирует модернизацию и расширение своего производства, расширение мощностей, вкладывается в стройку, в покупку оборудования, в проекты развития. В этой связи прошу правительство четче расставить приоритеты в мерах поддержки, которые оказываются отраслям из федерального бюджета, а также продолжить донастройку нормативной базы, снимать избыточные административные барьеры для работы бизнеса. Все эти механизмы должны в первую очередь работать на расширение выпуска продукции, на открытие производств, на укрепление технологического суверенитета России. Да, нужно учитывать, что мы действуем в объективных условиях сдерживания инфляции, реализуем жесткие подходы в бюджетной политике и должны соответствующим образом настраивать кредитную политику. Самый крупный, по оценке президента страны, строительный проект в мире берет свое начало в Ленском районе Якутии. Это магистральный газопровод «Сила Сибири», который в этом году отмечает свое 5-летие. В связи с этим заказчик мегапроекта, компания «Газпром Трансгаз Томск», устроил торжественное мероприятие в Ленске. С подробностями Светлана Балеева.
Ленск отметил 5-летие экспортного магистрального газопровода «Сила Сибири», который берет начало с Ленской земли Чиндинского нефтегазоконденсатного месторождения. А именно, Ленское линейное производственное управление стало первым на пути следования газопровода и образцом для создания остальных филиалов. Поэтому ленчане принимали поздравления первыми. Я устроился в 2018 году, как раз в разгар строительства. И это было грандиозное событие для Ленского района и для Якутии в целом. И хотелось присоединиться к такому глобальному проекту строительства. У нас в службе используется высокотехнологичное оборудование, которое установлено на автомобиле. Благодаря ему мы можем вести трансляцию с огневых работ с любой точки России. 94 нагрудных знака и свыше 10 грамот и благодарности федерального, регионального и районного значения получили работники Ленского филиала ведущего сибирского газотранспортного предприятия. И это именно они в зимний мороз доставляли грузы сквозь туман, непроходимую тайгу, болотной мари, налаживали связь с большой землей, варили первые стыки будущего газопровода. Здесь работают золотые кадры Ленского района. Линейная эксплуатационная служба – это основная служба в этом предприятии, на которой завязана вся работа. Во время строительства мы в основном транспортный цех вывозил всю работу. Ну и по окончании вся сейчас данная работа идет, строительство второй нитки, мы все работаем на ней. В Ленском управлении трудится почти 650 человек, 80% из которых местные жители. Филиал обслуживает около 600 километров газопровода «Сила Сибири» и почти 200 магистрального газопровода Кавыкта-Чаенда. В его зоне ответственности 2 компрессорные станции. Эти объекты для многих стали стартом карьеры. Для меня это значит большой опыт, колоссальный опыт взаимодействия с подрядными организациями, взаимодействия с заказчиком. В итоге получилось все. Сейчас у нас работает 14 агрегатов на 2 компрессорных станциях. Сегодня идет активное подключение лупинга второй нитки, которая увеличивает объемы поставок. Параллельно идет газификация населенных пунктов, расположенных вдоль «Силы Сибири». В Ленском районе это села Мурья, Батамай и Бичинча. В этом году был запущен второй цех компрессорной станции номер 1, названной в честь первопроходца Ивана Реброва. Благодаря запуску вторых цехов и 3 компрессорных станций вдоль «Силы Сибири» на месяц раньше запланированного срока увеличились суточные поставки газа в Китай. То событие, которое сегодня произошло, это проектное производительство, которое вышел магистральный газопровод «Сила Сибири» на 38 миллиардов. Конечно, это результат. Это большая победа для коллектива «Газпром», «Трансгазтомск» и для группы компаний «Газпром». Любую задачу можно решать только командой. И сегодня я привез всю свою команду, всех своих заместителей, руководителей линейно-производственных управлений, подразделений именно с одной причины. Потому что мы это делали и делаем, и будем делать командой. Только команда может достичь таких результатов и таких побед. Предприятие «Газпром Трансгазтомск» в каждом районе Якутии стало шефом для десятков социальных организаций, финансирует модернизацию материально-технического оснащения муниципальных учреждений, оказывает помощь малочисленным коренным общинам, выступает партнером мероприятий регионального и даже международного масштаба, такого как спортивные игры «Дети Азии». Большое внимание компания уделяет развитию спорта. Это грандиозный проект. Я практически с самого начала, с 2015 года в филиале. «Газпром», «Трансгазтомск» принес в наш филиал частичку, жизненной энергии для ленчан, уже так сказать. Также имидж спорта. Мы, безусловно, являемся лидерами в Ленском районе. Запуск в работу участка Кавыкта-Чаенда, а также 3 компрессорных станций «Силы Сибири» позволили в течение 2023 года увеличить налоговое отчисление в бюджет региона, создать новые рабочие места. «Сила Сибири» за 5 лет дала мощный толчок для создания социально-экономического развития Сибири, Якутии и Дальнего Востока. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. Пострадавшим от весеннего паводка в Якутии направят еще более 150 миллионов рублей. Об этом сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников.
Цитата: «Мы также ожидаем поддержки федерального центра для компенсации ущерба тем, чье жилье не подлежит восстановлению после наводнения. Работаем дальше», — отметил Садовников. Напомню, летом в рамках регионального ЧС из бюджета региона выплаты уже получили более 6 тысяч заявителей на общую сумму в 307,5 миллионов рублей. В Ленском районе открыли автозимник Ленск-Хамра. Об этом сообщили в управлении автомобильных дорог. Сам автозимник позволит обеспечить бесперебойное снабжение села Хамра необходимыми товарами, а также упростит передвижение жителей села в Ленск. Разрешен проезд автотранспорта с общим весом до 10 тонн. Развитие любой точки, где живут люди, зависит от транспортной доступности. Именно поэтому национальный проект «Безопасные и качественные дороги» оказался столь востребованным. Только в Алекминском районе за 5 лет выполнено порядка 75 километров дорог. Подробности у Елены Фаст. Да, первым 10 километрам автодороги круглогодичного сообщения УМНАС. Дорогу начали делать мы в том году, 23-м, осенью, в ноябре месяце. И закончили в этом году, значит, в сентябре месяце. Объем выполнен очень большой. 150 тысяч кубов земляного полотна, плюс, значит, одежда дороги. Пока она идет до села Балаганнах. Стратегическая задача обозначена четко: обеспечить транспортную доступность. В этих целях работал национальный проект «Безопасные и качественные дороги». Последние 5 лет по Алекминскому району мы привели в нормативное состояние порядка 75 километров дорог. Это почти на 2 миллиарда рублей за 5 лет. И хочу отметить, что это будет дальше продолжаться. Со следующего года мы начинаем реализацию нового национального проекта. Это инфраструктура для жизни. На самом деле для Алекминского района это можно назвать историческим событием. Дорога до Якутска уже не кажется столь несбыточной. Автодорога республиканского значения у нас имеет протяженность, круглогодичной протяженности порядка 80 километров. Это начиная от Бирюка до села Солянка. Сейчас мы строим продолжение от дороги от Солянки до Балаганнаха. То есть мы дойдем до реки Намана. От Наманы уже там можно будет в сторону уже Харинцев есть. Есть и еще одно направление дороги в сторону Сунтар. Хочу отметить, что мы еще в этом году приняли в государственную собственность, республиканскую собственность, автодорогу Сунтар-Алекминск. Это Кемпендай-Алекминск на участке порядка 280 километров. И на сегодняшний день уже средства предусмотрены на содержание этого участка и за счет Дорожного фонда республики. И со следующего года мы полноценно будем уже предусматривать средства на содержание этого участка. Развитие района, города, села всегда было связано с дорогой. Это обеспечение всем необходимым, завоз грузов, производство сельхозпродукции. Выполнен и еще один значимый проект – 7,2 километров дороги в самом городе. Один из основных этапов строительства автомобильной дороги УМНАС до города Якутска – это является вот этот участок Солянка-Балаганнах, который сегодня мы торжественно открываем. Первый пусковой этап, первый пусковой комплекс – это протяженностью 10 километров. За последние годы работы проведено много. Есть перспектива на будущее. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. В этом году в селе Качекацы Хангаласского района ввели в эксплуатацию целых 2 многоквартирных дома в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья. С подробностями Виолетта Засимова. Микрорайон ДРСУ в селе Качекацы известен тем, что здесь проживают строители Амура и Якутской магистрали. В советские времена их селили в двухэтажные ЧБшки, которые с течением времени пришли в негодность. Первое переселение из аварийного жилья в этом микрорайоне состоялось в 2017 году. И спустя 7 лет был построен еще один многоквартирный дом по этой программе. Спасибо большое! В новый дом переселили 19 семей. Квартиры преимущественно 2- и 3-комнатные. Подрядчик – компания «Основа». Ой, чистенько, гриненько. Это что получается, спальня? Вот зал. Зал. Ой, как два окошка, как у тебя, вот. Ну, впечатление хорошее. Я не думала, что на 3-й этаж попаду.
Ну, кухня большая, вместительная, я довольна. Очень хорошо. В каждой квартире комплектом идет мини-печь, пожарная сигнализация, а также настроена единая бесплатная телевизионная антенна. Понравилось все по сравнению с моей старой квартирой. Тепло, кухня большая, зал большой. Ну, радует все. Ожидали худшего. Полумесяцем ранее в рамках той же программы переселения ключи от новых квартир получили еще одни жители Качекадзе. В самом центре села ввели в строй 12-квартирный каменный дом. Жильцы уже почти полностью заселились и обживают свои жилища. Воду подключили, отопление есть, все, душ, там туалет, все работает. Здесь внутри устроен нагреватель воды в каждом доме. И здесь сами нагреваем воду и устроились пока очень хорошо, нормально. Таким образом, более 30 семей в селе Качекадзе встретят Новый год в новых, светлых и теплых квартирах со всеми удобствами. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. Мороз крепчает, а вместе с ним и отчаяние жителей села Титары в Хангаласском районе. Зима в Якутии – это не просто сезон, а суровое испытание. И в этом году оно стало особенно тяжелым для жителей. Проблема, которая мучает их не первый год, обострилась до предела. 3 старые котельные не в состоянии обеспечить теплом более 200 домов, а большая часть из них отапливается печками. Подробности в теме разбиралась Дарья Короленкова. Лариса Петрова, потерявшая сына на СВО, вынуждена жить в городе, лишь изредка навещая родные места. Ее история отражения безысходности, с которой сталкиваются многие жители Титары. Не в силах оплачивать огромные счета за дрова. 2 прицепа стоимостью 30 тысяч рублей необходимы для отопления одного дома. Ближайший пункт заготовки дров находится в 40 километрах, а компенсации на их покупку не предусмотрено. Периодически приезжаю в свое село Титары. Потому что там тоже родственники живут, во-первых, и я с детьми, потому что там природа хорошая, я не могу без родной деревни своей. Но хочется жить круглогодично там. Ситуация усугубляется тем, что строительство новой котельной запланировано еще на 2023 год, постоянно откладывается. Однако по непонятным причинам сроки начала работ неоднократно переносились. Жители своими силами пытаются собрать необходимую сумму на строительство, но, к сожалению, денег не хватает. Прошлого года, 2023 года, эта проблема никак не может решиться. Я со своих средств также помогла в населенном пункте, на отопление отдала определенную сумму. Но не только я, с населенных пунктов, с Титаров, жильцы тоже собрали определенную сумму. Титары – это не просто географическая точка на карте Якутии. Это место, где пересекаются судьбы людей, вынужденных выбирать между теплом и жизнью в родном доме. Это история о том, как суровые природные условия и нерешенные социальные проблемы могут сломить даже самых стойких. Я предка имщиков, и там у нас часовня находится, музей находится. Все наше там собралось такое краеведческий музей, где там потомков наших имщиков, все находится. Там очень... А это все экспонаты портятся, там нет отопления, тоже нет. Ни часовни, ни в музее. Ее слова подтверждает и другая жительница села Зинаида Шаврина. Кому охота сейчас печку топить дровами, когда есть отопление? Есть деревня, которая полностью уже не газифицирована, а с отоплением. Это же там в основном и пожилые же люди есть. В округе, там, где контора, где сделали школа, где эти предприятия, а окраина, они все, хоть в лес иди сама за дровами. Никто не хочет дрова даже пилить. Не могут найти народ, чтобы пилили дрова. Для того, чтобы строительство котельной все же осуществилось, необходимо провести проектно-изыскательную работу в поселке. В августе текущего года получено положительное заключение на инженерные изыскания. Температурный график сейчас придерживается. Да, были перебои в части работы непосредственно оперативного персонала. В текущий момент данные вопросы все отрегулированы.
Ну и по вопросу в части строительства новой котельной с оптимизацией, да, существующих, на текущий момент в рамках инвестиционной программы ГУП ЖКХ разрабатывается проектно-сметная документация. Значит, проведены полностью работы в части изыскания. Проектно-сметная документация будет завершена и получена, значит, экспертиза данного проекта во втором квартале 2025 года. Ну и в последующем уже будем определяться с источниками финансирования реализации данного проекта. Строительство новой котельной в селе Титары, согласно проектно-сметной документации, потребует 130 миллионов рублей. Сумма недоступная как для местного жилищного коммунального хозяйства, так и для наслега. После прохождения экспертизы проектно-сметной документации ЖКХ планирует подать заявку на включение проекта в республиканскую инвестиционную программу на 2025-2027 годы. Таким образом, жители села вынуждены ждать решения вопроса с отоплением по меньшей мере еще 2 года. Очень меня прямо это печалит, очень печально. И я очень переживаю за всех, не только за себя, за всех, чтобы у всех была эта проблема общая, Поэтому хочется, чтобы решили эту проблему. Дарья Короленкова, Элита Махно, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. В Якутске подвели итоги второго республиканского антифашистского форума. В рамках мероприятия заместитель командующего округом генерал-лейтенант Роман Греков предложил следующий республиканский форум подготовить совместно с командованием. На мероприятиях форума большое внимание уделяют патриотическому воспитанию молодежи, сохранению исторической памяти и общим вопросам борьбы с фашизмом. Итогом форума стало подписание резолюции и решения о подготовке и проведении третьего антифашистского форума в Якутии. Сами кульминационные мероприятия, но они, во-первых, приобрели такой успех, отзывы которых мы на сегодняшний день только восхищаемся. Но понимаем, что это не завершение, это только начало. Сегодня в резолюции прозвучит конкретное решение, тот план, те постулаты, на которые мы будем опираться. И надо сказать, что работа только начинается. В силу вступил новый закон, расширивший социальные гарантии участников специальной военной операции и их семей. Речь идет о прекращении исполнительного производства по кредитным обязательствам до 10 миллионов рублей, в том числе ипотечным военного или его супруги. Закон касается должников, которые заключили контракт о прохождении службы на год и более с 1 декабря этого года. Отмечается, что взысканию теперь не подлежит исполнительский сбор, наложенный за несвоевременное исполнение требований. Мера поддержки имеет заявительный характер и обязательно при этом предъявить документ, подтверждающий заключение контракта, если речь идет о кредитных обязательствах супруги, подтверждающий брачные отношения. Для этого можно воспользоваться несколькими возможностями. Обратиться лично в аппарат управления на Лермонтова, 25, или в любое структурное подразделение, где ведется исполнительное производство. Также заявление можно направить через пункт отбора на военную службу по контракту. В то же время существует дистанционный способ информирования и подачи заявления. Бойцы СВО и ветераны боевых действий приняли участие в республиканском физкультурном мероприятии, которое посвятили Дню Героев Отечества. Соревнование проходило во второй раз и собрало спортсменов со всей Якутии. За ходом мероприятия следила Вероника Таюрская. По поручению главы Якутии в республике проводится декада, посвященная Дню Героев Отечества. Одним из ее важных мероприятий является соревнование среди ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции. На мероприятии были вручены медаль за отвагу Игорю Марсунову, а также свидетельство о присвоении имени стрелка, Героя России Дмитрия Егорова, изделию научно-производственного объединения «Алмаз». Копию свидетельства передали супруге и детям погибшего бойца. Именно такие мероприятия, которые сплачивают ребят и население, они очень важны. Думаю, что эти соревнования дадут
что есть еще жизнь после ранения, о том, что можно доказывать, добиваться чего-то. И это даст толчок для ребят, чтобы они находили себя в мирной жизни и дальше работали во благо развития нашей страны. Напутственные слова в адрес участников соревнований сказал герой Российской Федерации Александр Колесов. Парни, спасибо вам всем, что вернулись живыми. И на этих соревнованиях пусть победит сильнейший. Вперед! Удачи! Уже через пару минут в спортивных залах начались соревнования. Участник с позывным «Хака» принимает участие впервые. Он выступает в двух дисциплинах – стрельба из лука и пулевая стрельба. Готовился Хака долго и усердно. Сами соревнования, по мнению ветерана, сближают бывших военнослужащих. Такие соревнования, я думаю, они важны для участников и ветеранов боевых действий, чтобы они приспосабливались и адаптировались к мирной жизни. Ну и приобщались к обществу. Возможно, чтобы это им нужно будет в будущем. Спортсмены участвовали в 5 дисциплинах. Это пулевая стрельба и стрельба из лука, армрестлинг, пауэрлифтинг, а также настольный теннис. Всего для участия в соревнованиях было заявлено 84 участника. Также мы проводили в прошлом году такие соревнования, как в тестовом режиме. А в этом году все эти по видам спорта проводим по-настоящему, как бы это отборочное будут. Готовимся в Дальневосточном федеральном округе. Захар Слепцов участвует в подобных соревнованиях впервые. До этого молодой человек занимался настольным теннисом, но только на любительском уровне. На мероприятии он участвовал по 2 видам спорта. На соревнования пришел настольный теннис и пулевая стрельба. Занял первые места. Пулевая стрельба с упором, сидя. И настольный теннис. Ну, там тоже по инвалидности. У меня 2-я группа инвалидности. Я вот в своей группе занял 1-е место. Организаторы и приглашенные гости отмечают важность соревнований, а также их помощь в адаптации ветеранов боевых действий. Главное, эти соревнования проводятся для того, чтобы наши ребята социализировались среди своих. Но после ранения, конечно, и после инвалидности трудно жить. И мы учим их социализироваться и стараемся реабилитировать через физическую культуру и спорт. Я считаю это нужным. И каждый год надо помогать ребятам, которые ранения получили, и их семьям тоже. Надо, такие мероприятия нужны, думаю, вот, именно будущему поколению, молодым, именно показать надо. Лидерами соревнований по количеству завоеванных медалей стали Алексей Антипин, Вячеслав Заболоцкий, Гаврил Алексеев и Захар Слепцов. По итогам турнира среди бойцов СВО и ветеранов боевых действий будет сформирована сборная команда республики для участия в дальневосточных соревнованиях. Вероника Таюрская, Аэлита Махно, Якутск. Более 2 лет при Национальном центре медицины работает Центр мозга и нейротехнологии, специалист которого работает над решением многих задач, в том числе и над восстановлением пациентов после перенесенных инсультов. Важной составляющей работы является обмен опытом с коллегами из федеральных научных и медицинских организаций. Подробности расскажем в следующем сюжете. Национальный центр медицины – один из флагманов здравоохранения на Дальнем Востоке. В центре создаются условия для научной и практической работы по многим направлениям медицины. Более 2 лет работаем и открыли в 2022 году Центр мозга и нейрогенетики совместно с Федеральным центром мозга и нейротехнологий. И как раз вот все наши процессы системно идут на развитие нашего центра. У нас сейчас развитие в коллаборации, и мы как раз сейчас в нашем центре объединяем гигантов, которые в этом деле, в том числе в изучении мозга, являются людьми с мировым именем.
На этой неделе гостем центра стал профессор МГУ, специалист в области нейрофизиологии Александр Каплан. В Якутск Александр Яковлевич приехал, чтобы поделиться наработками своей кафедры и помочь якутским коллегам внедрить их в лечебный процесс. Реабилитационные направления после инсультов, после нейротравм. Здесь у нас есть определенные достижения, во-первых, в обеспечении скорейшего восстановления функций, например, двигательные функции после инсультов и после нейротравм. А второе – это сопровождение пациентов, которые уже надолго потеряли какие-то способности, например, речь. Для этого у нас есть свои подходы для сервиса и относительно восстановления речи. Национальный центр медицины и дальше намерен приглашать специалистов из различных научных и медицинских организаций для обмена опыта и внедрения в работу новых технологий и методик лечения. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. «Смотри на меня как на равного» фестиваль с говорящим названием по традиции прошел в Нерюнгри в первый день зимы. Мероприятие приурочили к Международному дню инвалидов и Году семьи в Российской Федерации. На творческом и одновременно социально значимом событии присутствовали и наши коллеги. Фестиваль начался с проведения мастер-классов по рукоделию, рисованию и другим прикладным видам творчества для детей, которые провели признанные городские мастера. Для участников это большая возможность раскрыть и проявить творческое начало, а также расширить круг знакомств и общения. Большой концерт творческих коллективов Нерюнгри с участием детей с ограниченными физическими возможностями, как всегда, стал ярким праздником для всех нерюнгринцев. В этом году выступало более 360 человек только на сцене. Естественно, мы очередной раз организовали огромное количество мастер-классов для наших ребят, для наших участников. Все собранные деньги обязательно пойдут на благотворительность, но это комиссионно будет решать комиссия, кому это необходимо в ближайшее время. Искренне хочу поблагодарить очень добрых людей с отзывчивыми сердцами, которые приобретали билеты, которые мы раздавали определенным гражданам, которые приобретали подарки, просто нас поддерживали. И просто люди с добрыми сердцами. Добро способно чудеса творить. Помните об этом, дорогие друзья. Уже не первый год на фестивале с огромным удовольствием и энтузиазмом принимают участие воспитанники специализированного детского дома поселка Серебряный Бор, каждый раз выступая с оригинальными и зрелищными номерами. Детки удивительные, отзывчивые, радостные. У них огромнейшая добрая энергетика, которой мы заряжаемся все без исключения. И актеры, и режиссеры, все. Потому что это такая радость видеть в глазах детей искорки вдохновения, искорки восхищения тем, что они делают, тем, что они нужны. Вот. То, что они выходят на сцену, то, что им аплодируют, то, что они могут поучаствовать, получить свои заслуженные аплодисменты, это очень здорово, это очень важно. Фестиваль «Смотри на меня как на равного» имеет большую ценность, открывая возможность людям с ограниченными возможностями здоровья реализовать творческий потенциал и внести свой вклад в социально-культурную жизнь города. Иван Лазаренко, Екатерина Павлова, Нерюнгри, Якутия. День за днем. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем.
Глава Якутии дал старт благотворительной акции «Елка добра». Он в преддверии новогодних праздников исполнил желание 4-летней воспитанницы Республиканского центра содействия семейному воспитанию Лизы и ученика 2 класса коррекционной школы номер 22 Пети. На «Елке добра» по традиции развешивают открытки с пожеланиями детей из детских домов, школ для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и коррекционных школ. В этом году благотворительная акция проводится до 28 декабря. Елки установлены во всех районах. В Якутске же принять участие в ней можно в магазинах «Бубльгум», «Накальвица» и «Дзержинского». Я призываю, пользуясь случаем, всех людей в эти новогодние дни думать и о своих близких, о родных, конечно же, и думать о всех детях. И по возможности принимать участие в таких благотворительных акциях. У нас, слава богу, сейчас в стране много таких акций, подобных «Елке добра». И, конечно же, любой желающий может принять участие и помочь детям или тем, кто нуждается в помощи, в эту новогоднюю прекрасную ночь почувствовать прикосновение новогоднего чуда. Тем временем во Владивосток прибыл волшебный поезд Деда Мороза. Это уже 4-е по счету путешествие этого сказочного состава, который ежегодно отправляется в путь по просторам страны. Гостей встречала увлекательная детская анимационная программа с участием артистов, а также возможность посетить передвижную резиденцию и кукольный театр. Поезд отправится в путь по 64 городам и преодолеет почти 30 тысяч километров. Он проедет по Байкало-Амурской магистрали, посетит Сибирь, Дальний Восток, Урал, север России и даже остров Сахалин. Завершит свое грандиозное путешествие состав к 11 января. В дальневосточную столицу, город Владивосток, прибыл поезд Деда Мороза и привез с собой много замечательных эмоций. Сегодня будут показывать небольшие, экскурсии. Потом, опять же, можно подкрепиться, вкусный чай. Именно внутри вагона будут показываться всякие экспозиции, именно посвященные Новому году. Также познакомитесь с Дедом Морозом, который приехал на этом поезде, и много всего интересного. Но в Москве на Красной площади в четверг прошло торжественное открытие гумкатка. На кадрах профессиональные фигуристы и любители рассекают лед в лучах праздничной иллюминации. Также на видео и ледовое шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Щелкунчик». В катке всегда чувствуется приближение Нового года, и, честно говоря, я безумно люблю здесь кататься. Какая-то особенная энергетика, особенное ощущение, и плюс еще, когда катаешься, тебе красиво, ты получаешь удовольствие от этого. Мы в позапрошлых годах с семьей сюда ходили, с подругами сюда ходили, поэтому это одно из моих любимых мест. Татьяна Навка со своей стороны рассказала о ледовой постановке на музыку Петра Ильича Чайковского. Это самый новогодний и самый такой, наверное, долгожданный и всеми любимый, не только нашей страной, но и всем миром спектакль на невероятно красивую музыку Петра Ильича Чайковского. Год семьи, и мы популяризируем семью, любовь, ценности семейные. Ну и то, что, конечно, как всегда, добро всегда побеждает зло. Безусловно, каждый по-своему готовится к наступающим праздникам. Кто-то наряжает елку и дом, кто-то планирует встречи, приглашает друзей и готовит подарки близким. Ну а дети по всей стране пишут письма желаний Деду Морозу. Наша съемочная группа решила поинтересоваться у жителей столицы, какое у них предновогоднее настроение. Так, как обычно, елка, встречу с семьей, год. Подарки готовлю, уже заказываем. Садики, уважаемый Дед Мороз, потом родителям отдавал, они передавали на почту. Работаю много, очень много работаю. Елки поставили, и подарки пока еще нет, пока не купил, не подумал еще. А так в целом все хорошо, настроение появляется новогоднее. Я буду готовиться к празднику, наряжать елку и буду ждать новогодний праздник. Желание хочу написать ему, и чтобы она исполнилась. Я хочу стать успешным теннисистом и поступить в речное училище. Наряжаем елку,
дом наряжаем, ждем новогодние подарки. Сдать экзамены, поступить в колледж, стать успешной, создать свой успешный дом, построить дом и, ну и в принципе все. Ожидание чуда, волшебства, начало новой жизни. Позаботиться уже сегодня можно не только о новогодних украшениях, но и о безопасности в период праздников. Важно помнить, что использование пиротехники всегда связано с риском. Поэтому эксперты рекомендуют не только тщательно изучать инструкции к изделиям, но и запускать их в специально отведенных местах. А вот за использование фейерверков в закрытых пространствах, на балконах и крышах зданий или рядом с опасными объектами можно не только поплатиться здоровьем, но и понести административную ответственность. Несоблюдение правил противопожарного режима при использовании пиротехники гражданам может стоить до 15 тысяч рублей, для должностных лиц – до 30, для предпринимателей – до 60 и для юридических лиц – до 400 тысяч рублей. Места для запуска фейерверка следует уточнять на официальных сайтах администрации населенных пунктов. Вблизи площадок запуска пиротехники не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, гаражей, линий электропередач. Приобретать пиротехнические изделия можно только в специальных магазинах. При этом следует проверить сертификаты и декларации соответствия на приобретение изделий. Эксперты тем временем подсчитали, во сколько обойдется в этом году главный и самый любимый праздничный салат оливье. Для этого они использовали специально созданный одноименный индекс. Это хороший способ оценить процент инфляции в бытовом смысле и понять, как изменились цены на те или иные сезонные продукты. В этом году стоимость набора оливье подорожала сразу на 20%. В среднем на порцию для семьи до 4 человек придется потратить от 400 до 600 рублей. Причем дороже всего в чеке вареная колбаса. Она за год подорожала сразу почти на 3%. Ну а самый дешевый рецепт оливье – это вариация с курицей. Цены выросли поставщиков от 10 до 20%, а логистические услуги выросли на 6%, это не учитывая паромную переправу. А больше всего мы наблюдаем рост цен на свежие овощи. Это конкретно помидоры и огурцы подорожали на 30%, а свежий картофель на целых 54%. Также мы наблюдаем рост на маслины, это 24%, и маринованные огурцы. Ну а пока по стране постепенно готовится к Новому году, самое время нарядить вечно зеленую красавицу у себя дома. Правда, сегодня рынок предлагает елки самых разных цветов и оттенков и размеров. Как подобрать такую, чтобы она еще долго радовала глаз, расскажет моя коллега Саргалана Неустроева. В выборе новогодней елки неизбежно встает вопрос, настоящая или искусственная. Сторонники первой ценят дерево за хвойный запах и экологичность. Эксперты считают, что выращивание 10 натуральных елей в специальном питомнике требует меньше ресурсов, чем создание одного пластикового дерева. Любители же искусственных елей ценят их долговечность. Настоящая или искусственная елка? Вообще настоящая, но мы ставим искусственную, потому что настоящая сыпется. Искусственную. Практичнее, искусственнее. Здесь у нас искусственная. Искусственная, конечно. А то потому что искусственная долго стоит. Поставщики елок в Якутске уверяют, сегодня на качество изделия влияет сам потребитель. Так, откровенно плохую елку просто не будут покупать. Соответственно, и выставлять ее на рынок невыгодно. А раньше более это некачественно шить, а сейчас все качественно сшивать. Ну, уже не запах, вот хороший уже, автоматически, как и йога. К слову, о запахе. Резкий и неприятный может свидетельствовать о некачественном сырье. Такая елка может легко воспламениться и в целом подпортить новогоднее настроение. Да есть это литой, есть комбинировать. Комбинировать дешевле, а литой дороже. У хорошей йоги надо литой, но они качественные. Ну, они дороже, но зато качественные. Стоимость такой елки в среднем по Якутску стартует с 16 тысяч рублей. В общем же цены варьируются от 12 до 55 тысяч. Как говорится, елка найдется на любой кошелек. Главное, чтобы она долго-долго радовала родных и близких. Саргалана Неустроева, Нюргун Старостин, Якутск. Такое видели минувшую неделю наши корреспонденты. Это была итоговая программа «Якутия. День за днем». Мы продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.